Так. Выгрузили меня наконец-то. Как вылетело из головы, как база называется. Ну, в общем, тут продукты всяческие. Обращайтесь, кто из Якутска. Ну, вы и так, наверное, знаете. Так, тут Наташа за углом попряталась. Ну, это гараж. Все, погнали в Бестях, потому что тут вроде как сезон рыбы, но говорят, сегодня понедельник, говорит, подождешь до четверга, что-то как-то желания нету. Потому что в четверг же могут сказать подождать еще до четверга. Так что по стандартной схеме пустыми сваливаем. Так, фара, не мешай видео снимать со своим предупреждением. По Чернышевского сейчас по ледовой переправе в Бестях. Многочасовой фильм будет. Так я выеду, наверное, да? Или нет? Ага, я сразу иду. О, надо это ленивец поднять. И положение верхнее сделать на ходовой. Все по Якутску. Ну, сейчас виднее, чем я ночью снимал. На улице теплынь, короче, 28. Ну, сейчас, наверное, попрохладнее станет. Да я же стоял, машина заведенная, ну, там пару градусов, тройку, наверное, добавляет. Ой, а это часть Чернышевского, которую не реконструировали. Потому что там, где мы вчера ехали, ночью я снимал, там поровнее, как бы, все это, слегонца. А было точно так же как-то. Вау, тут прямо, ну, чисто ходовую разминать трасса. Вот это первый раз такое на выгрузке. Вот выгрузили здесь. И грузчики подмели кузов щеткой. Все. Вообще красавчики. Все это в идеале. Так что это японское, всякие соусы, там терияки, унаги-наги. Вот такое я привез что-то. Ну, там много, ассортимент большой всего такого. Ну, не мешай. Вот это главное никак не отключить ее. Она обычно, ну, как бы она актуально работает. Это предупреждалка о неисправностях, желтенькая, да? Но фара, она сама ремонтируется, то есть потом опять предупреждает, что сломалась, потом обратно. И главное, вот когда позавчера, наверное, попикала она чуть, он день молчал, вот сейчас, видите, отремонтировала все, типа, все ништяк, не надо на сервис, потом через 5 минут надо на сервис, потом не, о, опять. По идее, если поломка есть, она раз вот предупредила, и все, и висит там, вот если зайти вот сюда в книжку, вот неисправности. И смотришь, у меня емкость АКБ, ну это я уже подсадил аккумулятор, и она, ну типа ТО просит, тоже сбросить надо. Ну стоял когда в Новосибирске. Так-то все зарядка показывает, но не отображает состояние. Фара и система контроля давления. Один датчик правый, он пишет, поменяйте датчик, короче, он вышел из строя. А где его взять, непонятно. И я как-то, получается, все эти датчики контроля давления одноразовые, походу, потому что там как-то нету, ничего не открывается, как там батарейку менять в нем. А они что-то мне на прицеп тогда считали за 6 датчиков, что-то там 1170 насчитали. Ну, с блоком передачи данных, там что-то такое. Ну, чтобы Volvo их видела.
Короче, такое дело с датчиками. Так, а что тут? Я еду, да, наверное? Ладно, поеду. Ну, наверное, кольцо же главное, как везде. И все, вот тут дальше поровнее, видите, начинается. Короче, вот такие дела. Кто в Якутске давно не был, в общем, смотрите. Так, камера вроде вниз. А то у меня бывает, как камеру, ну, она у меня на кепке, я хоп, одел, и получается как-то пауку эту видно, как-то у нее угол обзора такой. А пробовал ставить широкий формат. Вот мне кто-то пишет, что типа, вот чтобы пошире видно было. Оно тогда искажает. Там получается все как-то растянуто, неестественно выглядит, не знаю. Потому вот это я снимаю в кинорежиме, получается, видео 5,3К в кинорежиме 30 кадров в секунду, ну, чтобы весело поменьше. А потом форматируется в 4К, потому что, ну, на YouTube нету 5,3, по-моему. Или это программка так делает, неизвестно, в общем. Может там, конечно, порыться в настройках, что-нибудь посмотреть, чтобы было 16:9, типа вот такое. Но все равно растягивает оно, края такие какие-то получаются. Тут еще, видите, такие дома есть даже. Деревянные. Ну там дальше сейчас будет. Видно, ну, исторический центр, наверное, там. Ну да, подбуксовывает Мишлен на таком полированном мороженом асфальте. Что-то у меня на ходу аж тонну показывает веса. Ну, выгрузили все, я проверял. Тут я как-то выгружался напротив заправки. Там бананы. Царапина у меня на память оттуда. Но они, я ж не вижу угол, получается, заворачиваю, они машут. Давай, давай, там бегает со всех сторон человека 3. Стой, давай в крышу. Чуть-чуть там царапина сверху. Ну, уже все, РФ уже так выглядит, весь мясо возил. Вообще грузчики так кидали, и пол помяли, и все. Думаю, вот эти полутуши. Короче, я с мясом решил, что больше не стоит связываться. Они даже дырку сделали в боковой панели внутри. Ну, так что-то киданули, она, ну, килограмм, наверное, там 80, наверное, под 100 весит эта четвертинка. А что там, все алюминиевое. Я говорю, вы потише, они, да что мы там еще как бы это... Ну, дырку я, конечно, заметил потом, так что на РФе, да, ушатайка идет. Вот тут, видите, какая крепость, церковь. Да, наверное, такое одно из старейших зданий, да. Ну, мы как бы вдоль реки, вот река Лена, тут затоны такие, ну, новый микрорайон, я так понимаю, это самый новый, наверное, вот здесь, да, на этом выступе. Ну, судя по домам, как бы это. Ну, квартиры, я насколько знаю, тут тоже очень дорого стоят. Якутские цены, по-моему, как в Москве. А, вот дом вот этот. Видно, это охраняется государством, потому что, ну, ему лет точно за 100. О. Тут тоже что-то какой-то район такой. И вот дома, да, такие прямо.
еще, ну, выглядит, по крайней мере, это достойно. Ну, я имею в виду в плане возраст, наверное, там за 100 лет точно. Тут что-то строили, и оказалось, это между дорог двух, да? В ямке. Как раз, кстати, выгрузили, еще засветло до Бестяха добежим. Километров по реке. Ну, получается, сейчас а потом по диагонали Бестях примерно вот там вот. Ну, получается, вернемся обратно. Потому что переправа как-то она, ну, ледовая, в принципе, как по маршруту, как вот паромы ходят. Там есть еще одна на трубе, она где-то выходит в другом месте. Ну, там, не знаю, я как-то раз по ней ездил еще давно. В этот раз сказали, там кривее, чем здесь. Здесь по ровному идешь, а там с острова на остров эти заезды, съезды все время. Тоже вот церковь тут. Вечный огонь горит. И дома тоже там вот деревянные напротив церкви. Застава что-то. А вот, наверное, с переправы выезд. Ну, это не для грузовиков, наверное, там есть тропа такая. Пробовать не буду. Ну, на всякий пожарный. Ну, смотри, как она это. Мишлен все-таки это. Хотя он такой зубастый. X мультигрип этот. Сейчас посмотрим, там же на Лапри общее зависание было. Как этот Мишлен на Лапри по ней поедет. Ну, я на таком же уже ездил, в принципе. На таком же Мишлене, только с пробегом 160 тысяч на громотухе тогда буксовал. X мультигрип. Ну, на нем надо было летом не ездить просто. Он же как бы такой помягче его прямо, ну, на морозе. Ну, нажимаешь, как резина мягкая все равно. Она даже вот, я простоял вчера, 41 мороз. Ну, трогаешься, поехал обычно, ну, квадратятся колеса чуть-чуть, оно, при том, что давление падает от мороза, там 6,2, там 6,4 что-то показывало на промерзшей резине. И не было этого эффекта бум-бум-бум, типа поехал как на квадратных, он просто едет и все нормально. То есть в плане в этом, что мягкое, нормально. Короче, поленился переобувать, тогда укатал его, конечно. А этот уже, ну, считай, под конец зимы обул. Надо будет, наверное, все-таки на диски собрать летнюю резину, а эти снять как-нибудь дома просто. Дисков-то у меня завались. Так что это, ну, если надо кому диски алюминиевые на грузовики, обращайтесь. В общем, есть размеры девятки на ведущую, 120 вылет на прицепы Volvo передок, 135 вылет рулевые на всякие батоны и нулевой на этот, у кого барабанные тормоза. Так, это уже все заморгало, ладно. Что-то как-то стал ни туда, ни сюда, да? Но я не хочу перегораживать там. Может, кто-то будет ехать. Так в целом вроде и ничего днем, когда светло. Конечно, я с утра ехал, туманисто так. Тут, видите, район такой уже посовременнее, здания. Ну, наверное, вот это, да, последние такие новостройки массовые.
сразу, что я буду на лапрях, там организатор парковки. Не, ну в принципе на любой резине, на такой поверхности газовать не рекомендуется, она вряд ли будет зацеп, что промерзший полированный асфальт. Фара, конечно, вообще вынос мозга номер 2. То стекло свистело, стекло не свистит, фара пиликает. Сейчас потеплеет, фара отремонтируется, стекло засвистит. Короче, не скучно. Тоже парковка, эти половина машин в чехлах. Даже вон, видите, наверху везет. Приехал куда-нибудь, чик, сразу развернул. Так, надеюсь, я... Ну, тут, в принципе, негде заблудиться, тут все время прямо. Насколько я помню. Ну, нет, значит, не туда поедем будет. А обзорная экскурсия побольше запланированы. Краны стоят, нам аж за них куда-то надо уехать. Тут почему-то остановка обычная, не теплая. Вот видите, с той стороны вот остановка за светофором. Ну это не ларек, а именно остановка там внутри лавочки. Ну как бы это, чтобы автобус ждать. Победы. А ну там заодно и ларек внутри. Я, короче, все светофоры собрал. Якутск, по-моему, 250 тысяч населения, а во всей Якутии что-то 900. А площадь 3 миллиона квадратных километров, если что. Нерюнгри, по-моему, второй по величине. Кто Молдан, наверное. Хотя, может, Мирный больше. Ну, в общем, да, Якутск столица. Может, уже, правда, и больше стало, 300, может. Дорожка так себе, так. Чтоб ходовая согревалась, а то по идеальной дороге будешь катиться. Потом раз ямка. Америка, Америка красная идет. На ледовую переправу правильно иду? Америка.
Америка, ну ты вот едешь за РФом, я тоже туда еду. Это ты впереди идешь, да? Ну я на РФе, ты просто говоришь Скания, я на Вольво еду. А, уточка, да, впереди меня? Ну да, да. Спасибо, что держусь первый раз, за тобой буду держаться. Если что, подгадай светофоры, блядь, первый раз здесь, блядь. Ну давай, давай, ага. Да тут все время прямо, в принципе, потом один раз надо направо свернуть. Я заезжал, короче, через 3 кольца там, но мне надо было на 3 сосны, блядь. А тут, короче, Яндекс повел вообще в другую сторону, блядь. Вон, на ту переправу, которую проехали. Ну понял, понял. Хорошо, давай, едем. Буду смотреть. Я сам такой, конечно. Сейчас как заедем, то я бы один не туда заехал, а теперь с Америкой вместе. Все, светофор успеваешь? Ну так-то посыпай-ка, вот сейчас попробую подвинуться. А, ну все, да. Так, а сейчас... Что, сколько там до красного? А, 25 секунд еще. Смотри, вроде 20 секунд. Прямо еще. Вон, как канавки еще тут. Всё, прошел вроде он там, да? Вон, ты едешь? Тут уже быстро не поедешь, что повышенная корявость начинается. В общем, Якутск так. Экстремальное место жительства. Ну, видите, народу сколько. Справляются, привыкаешь. Зато, наверное, лето радует прямо несказанно после такой долгой зимы. Скоро уже морозы отойдут, я думаю. Уже все равно и темнеет в 6 вечера, не то что там, ну, день все удлиняется. Тоже такие дома уже аж перекосило уже все. Да, тут есть какой-то микрорайон, не помню, какой-то по номеру 17 или что, могу ошибаться. Там вот именно такие дома все, и там, ну, кто-то даже заходил, там в подъездах все потекло уже, порванное, там, ну, такое обледенелое, просто как пещера. Я Утрак, приветствую. О, да. Ну, здорово. Привет, привет. А ты на встречу, да, проехал? Я вот тут на воле, просто цемент стою. А, ну понял, давай, удачи, всего хорошего. Взаимно. Вот где-то только я не увидел, ну я заснял, если что. Как раз проезжал, только я что-то не увидел. Где он стоял? Короче, привет большой, персональный. Оп. Так, где-то... А, ну еще, да, едем за светофором, что-то там, и потом направо. Все, Америка тут. Тут, видите, он подборщики для сена в почете.
Так, ну я уже нон-стопом засниму. Или батарейка сядет, или приедем в Нижний Бестях, в общем. Как раз хотел на почту сходить, ТТН-ку отправить. Оп. Там, я знаю, почта такая, сразу не найдешь. Ну, там вот стоянка возле двухэтажного дома такая в Бестяхе. И там как-то за угол заходишь, и надо под теплотрассой вот так вот пригнуться, проползти, и почта там. Ну, прям там тропа натоптанная. Такая, ну, проход под теплотрассе такой метра 1,5 высотой. Ну, или я, может, с такой стороны зашел, ну, вроде как с фасада улицы. Оба-на! Оп! Ну, это мы как бы уходим, как типа объездная вот на паромы. Дальше будет переправа одна, потом Аямовская. Ну и дальше можно по кругу обратно в Якутск заехать, как бы типа с объездной. Так, там еще 20 секунд, еще Америка едет вроде сзади. Гаражи. Да, тут ценится это теплый гараж. Такое дело. Ну, чтобы не Наташу натягивать там. А именно это. Загнал. Ну, есть, наверное, да, тоже с центральным отоплением, как у нас в Нерингре. Там. И вот здесь вот. На переправу чуть дальше, вот под этим, ну, виадук, типа вот этот, за светофором. Ой, только чтобы не раскакаться здесь. Вот написано ледовый автозимник. Оп. Просто этот тут намораживают, как бы все. А тот, который, по-моему, в центре, я не знаю, тут кто местный, напишите, там в центре, он, по-моему, тут там легковушки только ездят. Я так понимаю. Ну, хотя, может, то выход есть, если по трубе ехать. Точно не скажу, я не помню уже, когда давно это я ездил. Просто, чтобы не экспериментировать. Видит он же, да? Я думаю, что я это... Ну все. Сейчас мы поедем по льду замерзшей реки. Там мне в комментариях писали, что глубина по фарватеру там 36. Так что тут езди притонуть. Ну только лед крепкий. Не знаю, я так вот сколько езжу, я не видел, чтобы травы тяжелые, что-то там. Ну, я отсюда заезжал, только направо уходил. А, ну понял, ну ты, да, круголя дал через город, да, с того заезда. Да, у меня адрес был 3 сосны, короче, с 3 соснах, блядь, не заблудился. Сейчас там 3 улицы, блядь, 3 сосны, заехал в жилой сектор, блядь. И задом километра 1,5 выруливал, блядь. Ну да, по Якутску опасно с навигатором ездить. Он все время ведет такие переулки, что надо не доверять, смотреть внимательно, да, по широким куда-то стараться. А, прикинь, еще заказчик хрен трубку даже не брал. Он нашел там, как говорится, язык до Москвы доведет, блядь. Да, тут если по навигатору ездить, я как-то адрес у меня. А ты куда топаешь? Да я сейчас в Бестяхе почту отправлю, да, на Невере буду решать уже, куда бежать. Или в Забайкальск, или на Приморье. Принял, да. А у меня на
Инди загрузка на Благу, с Благи на Хабару загрузка, и опять, блядь, сюда. На три сосны, блядь, ну сейчас они завожусь, блядь. Не, ну нормально, что, есть работа. Выходим. Это пока берег еще. Тут вот вода, но вот между островами вода ушла, лед осел. Так-то это протока как бы. А основное русло, ну вот сейчас мы, наверное, в начальной фазе его пересечем, и потом будем вот так вот вдоль того берега идти. Как-то так тут. Вот видите, корабли все здесь. Как-то уже некоторые на боку лежат. Вот так вот, в общем, тут. А когда весной уже, ну как бы по льду еще ездят, а вот здесь вот уже талая вода собирается. И вот это тут по фары вода стоит. В общем, лучше так. Ну, я не попадал именно, но когда уже оттайка полная такая. Ну. О, я, кстати, сижу базарю. А в гору кто будет газовать? Хорошо песочка подсыпали. Ну, я, в принципе, да, газ-то я не давил. Ну, и разгоняться там, честно говоря, не по себе как-то. Тут, видите, песок, наверное, добывают или что-то еще, пока вода не вернулась. И вот уже все в тумане. Снежок, наверное, сыпет. 31 мороз. Ну, под утро, да, 41 было. Вчера я заезжал, когда там на подходах, а так 39, что-то такое. Когда... Ну, в целом это хорошая погода для здешних мест. Ну, чуть ветерок был, конечно, но в целом неплохо. И вот тут, видите, встречные потоки расходятся на всякий пожарный. Сейчас выйдем там, где уже, ну, от островов подальше. Тут, видите, лед замерз, вода из-под него убежала. Ну, да постепенно ложится. Вот эти вот все корявки получаются. Тут, видите, не успела убежать вода, тут поровнее. Это уже по льду. Дрифтовать можно. Я еще когда привозил в том году в конце апреля, тут уже меня с этого, ну, в Бестяхе забирали на такие 6х6 зилки, Уралы. Там даже 57-го года был один выпуска. И вот они здесь уже как бы везде вода, лужи, колея там. Один у них притонул, они там его что-то вытаскивали. Ну там, ну такой рыхлый уже снег застрял в этой колее там. Ну, перевозили на ту сторону товар. Потому что потом, пока ледоход пройдет, грубо говоря, это я в конце апреля привез. Ну, после меня, может, еще там дня 3, может, ездили еще там по реке, да, а потом аж уже конец мая, ну, считай, месяц, пока вот это все растает окончательно, пока паромы навигацию не откроют, месяц ничего не привозится. Тут он тоже, видите, это непонятно куда дорога, это вот встречка, видите, на каком расстоянии от нас, на всякий пожарный. И вот это вот ровно где начинается, вот это как раз мы будем пересекать сейчас основное русло, где вот и глубина, и ширина. Ой, а тут запасная полоса. И там также вторая рядом.
Ну, они, видите, намораживают ее. Ну, или, может, это уже отработало, эту открыли, потом ту приведут. Ну, как-то их меняют. Вот, все, чистый лед, видите, Лена. Проверка тормозов сейчас. А, ну-ка. Вот, видите. Нормально тормозит, кстати, да? АБС что-то попикивает. Так, дрифтовать прицепом, не знаю. Тут на 30 можно вроде как это парашютом пользоваться до 30. Ну, прицеп отдельно. Сюда, раз. Вот она, видите? Какая трасса. Ну да, в эту сторону она прям поровнее, там по разбитии была. Ну, это вот, получается, торосы, видите, замерзает река, вся в торосах она. Тут выравнивали, потом скважины бурятся, и вот это наливается, чтобы она ровненькая была. Ну, еще и толщина добавляется, получается, льда в этом месте. Ну, и, соответственно, это по весу добавляют. Она, по-моему, там, ну, на сайте, там расписание у них, когда открывается, какой вес. Сейчас уже всем можно, короче, без ограничений. По-моему, с 20-го, что ли, января уже 40 тонн или что-то, ну, в этом районе. Ну, там ездили и раньше, в принципе. Че, газ в пол и понесся. Там такие видосы есть прикольные, когда вот первая переправа, она еще официально закрыта, а все начинают ездить. ГАИ там ловит на берегу, бегает за всеми машинами там. Ну, в ютубе наберите. Там, я не знаю, там гаишников даже, ну, просто вот машины едут эти, не знаю, на всех палкой машут, а все вот так в рассыпную разбегаются, конечно, да. Веселится народ. Ну, тут каждый год кто-нибудь притонет всегда. Ну, кто самый первый же должен проверить лед. Ну, туда вот как раз здесь и глубина. О, что-то я в сторону засмотрелся. Вон льды. Когда река замерзала, еще движение какое-то было. Все, она вот такая вперемешку. Ну, могучая, конечно. Тут ледоход такой, что и на берег там выходит и сносит все, что рядом. Как вот кто-то писал, что там причалы не сделаете бетонные. Там, по-моему, если тут река трогается, тогда тут снесет все просто. Хотя там есть причальные стенки, как бы, не знаю, советских времен, но там Пестяхи. Ну, здесь же порт, он как бы в гавани, да. Не знаю, а та сторона, получается, может, в Пестяхе там бурное течение, ну, как бы, там на паром грузишься, аж такие завихрения идут. Но я думаю, и ледоход там мощно идет по той стороне. Обстановка. Единственное, что я тралов тут, я не договорил, травы не видел такое, чтобы что-нибудь большое возят, интересно, сколько по весу. Потому что у меня сейчас вот пацаны из Краснодара собираются сюда приезжать, какую-то дробилку отсюда забирать, которая разбирается еще и на 3 трава. Ну, может, там по весу, конечно, все в разобранном виде. Это и нормально все будет, ну. В общем, непонятно.
тут просто на трале, мне кажется, на берег вот так не выедешь. Не знаю, там, Вася, будешь смотреть, если видео, ты так оцени вот эти заезды-съезды. Ну, ты видел, да, вот эта яма на съезде на паром. Ну, если будешь смотреть, короче, тебе привет с Пашей. Как бы там, надо там жестко посыпать все. Ну, разогнаться негде, а вытянуть, ну, там реально, ну, лед просто. Что там песком притрушено, что-то тяжелое там. На каком-нибудь пятиосном трале. Ну, вот мы уже, считайте, сейчас вот заходим и вдоль берега уже пошли. А река тут, ну, ширина как бы 12 километров едем по ней, ну, может, даже чуть больше расстояние по реке. Ну и паром также идет, он примерно по течению сюда в районе часа и назад там 1,5, час 40 хода против течения, когда вот на пароме идешь. Бля, тут вообще идеальная такая. Можно хоккей играть такой. Одни ворота на этой стороне, другие на той. Площадка какая. Километров, но бегать с шайбой. Вратарям можно сразу по домам расходиться. Тут, видите, зачищали площадку. Льда сколько. Он еще видно такой, до сантиметров по 40. Уже намерз, и все равно еще река шла. Ломала там в эти торосы. Фары так блестят. Как конькобежцам тут тоже можно размяться, да, наверное, на вот этом именно участке. Еще привезти эту машину, которая, ну, хоккейной площадке там выведет вообще. Могучая река. Вот здесь вот отмель, сразу понятно. Лед сел. Кстати, нормальная батарейка на камере. Я взял какую-то, ну, помощнее. Уже сколько съемка идет. Ну я еду 43 минуты, вот по тахографу, вот 43 минуты она снимала, еще пока даже не нагрелась сильно. Да, такой фильмец, конечно, не сильно общеобразовательный, ну, кто собирается там для общего представления. Какие бывают дороги у нас. Мост строить, по-моему, он как-то проект там что-то было, но он где-то там, получается, не доезжая Бестяха, еще там ну, где, наверное, поуже все это, и островов, может, побольше. Ну что здесь как бы вообще длина получится такая не слабая. Уже выход.
вот это вот легковушки вот едут, вот видно там. Это ж вот выйдут, наверное, как раз где вот заезд был возле, ну, в городе, где мы ехали там. Кстати, видите, вот полоса, по которой не едут, вот стоит белорусик, скорее всего, с этой, наверное, мотопомпой, что ли, передвижной. Вон шланги там. Вот они запасную взлетку, наверное, делают. Как раз, да, чтобы не тащить какую-нибудь там отдельную, да, качать, что он, отбор мощности есть. Подъехал и это, давай воду подавать на поверхность, она тут уже сама найдет себе место. Хотя таких вот прям наплывов как-то и не видно, да, типа вот как бы чуть-чуть бугорок с точки с налива, да. Хотя вот. Ну, короче, тут ровно точно заливали, потому что, ну, так не получится торосы сбить, чтобы вот такой ровный лед остался. Так. Да, не разгонишься, сразу как подпрыгнешь. Ну, чуть-чуть подбуксовывает, ну. Оп. Пересекли. А, ну это вот они по вот этой трубке едут. Видите, заезд такой, ну типа официальный. Просто чтобы не объезжать круголей. Чисто натоптали, наверное, сами там. Я думаю, за этим зимником не ухаживают так. Ща уже тогда и в Бестях нижний прокатимся. Правда, тут еще до него ехать по низу. Ну, все равно, красивая природа. Чё. Тут как-то навигатор едешь, и он, сейчас покажу где-то место такое. И он типа, поверните налево. Ну, не там в конце, а вот типа вот в такой подъем. Вот, типа, вот, видите, дорога идет. Вот это вот. Тропа, непонятно, кто тут ездит, экстремал, представьте, да, этот подъем какой. Не знаю, на чем это тут ездит. Ну, типа, и навигатор говорит мне, поверните налево, вот сюда вот, ну, понял? Я не знаю, что тут, на чем тут. Тут прямо надо, прям такая вся подготовленная тачка. А лучше гусеничная. Живописные места, в общем, по бетоночке. Ну, плиты, видите, как ровненько уложенные. Это получается, вот где мы выехали, там же, по-моему, Аямовский паром, что ли. А вот здесь, или это Аямовский, что-то я уже засклерозил. А, ну да, вот это Аямовский, наверное, а вот тут вот, ну, общий паром вот с этого заезда. Ну да, вон эти заборчики там сделаны, ну, чтобы все в очередь как бы формировать.
тут стоял 3 дня, но приехали, а паром пошел аж 30 мая или 31. А некоторые, кто первый приехавший, ну, 9 дней тут стояли. Это было, по-моему, в 22 году. И вот она, Лена. Так, время 4 часа по местному. Ну, еще солнце высоковато. Сейчас на почту и по коробке отсюда сваливать. Ну, где потеплее. Потому что под утро тут холодно. Ну, куда-нибудь до Томота, наверное, можно поехать сегодня. 450 километров. Все, потерпите, за углом сейчас. Выворачиваем будет. Нижний Вестях. Подбуксовывает даже по такому асфальту. Так. Алло, ты чё? Ну да, тут пока тронешься, все так это... Памятник, по-моему, Василий Манчаара. Ну, как бы народный герой. Не как бы, а народный герой. Ну и тут все, вот это центр. Так, давай только уедем отсюда. Да не, нормально, оно как бы потихоньку, если газ не натаптывать. Едет все. Что-то мне, как она подбуксовывает, эта резина, что-то у меня уже сомнение, что я в Апри проеду. Груженный прямо хорошо она ехала там. Церковь туда, я, как получается, не заснял, что ли. Пробка на выезд, получается, тут у нас. Чуть-чуть это я выехать можно было бы пропустить. Ну, на легковой, я думаю, выедет. Ну и в целом, в общем, все на этом. Посетили с вами Якутск. Как говорится, всем удачи и всего наилучшего. Давайте, удачи на дорогах. Выключаюсь уже тут по пробке еще снимать. Все, всех благ всем.